Всем добрый день! Сегодня с вами снова я, Раиса Зубарева. Вы на канале Движение за независимость Саха. Прежде чем я начну очередной выпуск новостей, пожалуйста, прошу вас всех подписаться на наш канал, прокомментировать это и другие видео и обязательно поставить лайки. Это очень поможет в работе нашего движения и в продвижении нашего канала. Начну я сегодня с трагической новости, которая пришла к нам из Воронежа. Там 16-летний подросток, якутянин Максим Янтурин, ударил ножом одного из тех, кто много лет систематически издевался над мальчиком, избивал его и угрожал расправой. Давайте посмотрим. В Воронеже 16-летний подросток из Якутии Максим Янтурин оказался за решеткой после того, как ударил ножом одного из тех, кто 3 года его унижал и избивал. Его травили только за то, что он приезжий, цитата, «из какой-то Якутии». Его избивали, унижали, снимали издевательства на видео. Никто не реагировал на жалобы родителей. Учителя и полиция закрывали глаза. Терпению подростка пришел конец, когда на него в очередной раз напала толпа. Максим достал перочинный нож и ударил им в живот одного из обидчиков. Теперь ему вменяют покушение на убийство. Он находится в следственном изоляторе Воронежа. Те же, кто годами его травил, стали жертвами и находятся на свободе. Практически сразу же после этой новости республику потрясла еще одна трагическая новость. 18-летний студент Северо-Восточного федерального университета умер после того, как его избили прямо в общежитии. В сообщении говорится о том, что парень спал в то время, когда на него напали. Нападавший был не один по сообщениям комментаторов, да? Их было несколько, но вину на себя взял один парень и студент. Его уже взяли под стражу, он уже дал показания. Вот, давайте мы эту новость тоже посмотрим. Вчера Якутск потрясла трагедия. 18-летний студент СВФУ погиб после избиения прямо в общежитии. На него напали, когда он спал. Больше недели он пролежал в коме и не выжил. Руководство университета пыталось скрыть этот инцидент, если бы не его однокурсники, которые дали огласку в соцсетях, возможно, никто бы так и не узнал о произошедшем. Эта страшная трагедия, унесшая жизнь ни в чем невиновного студента, еще одно негативное последствие того, что происходит в республике. Банкротство, коррупция, война, на фоне всего этого озлобленность и агрессия людей. Обе эти истории крутятся вокруг насилия, которое вообще копилось годами и в том, и в другом случае. И в Воронеже парень испытывал на себе 3 года унижения, оскорблений, постоянного давления. И в Якутске молодой человек, студент, тоже подвергся насилию. И в том, и в другом случае взрослые люди, которые находились, это и преподаватели, и учителя в школе, это и полиция, это и вахтеры, в случае с университетом, не оказали должного внимания проблеме. А проблема на самом деле существует. Насколько мы знаем, в случае с Воронежем родители писали сообщения в полицию, родители писали сообщения учителям в школу, и даже, как писали комментаторы, мальчика перевели на домашнее обучение, и все равно он подвергался постоянному преследованию, постоянным избиениям со стороны этой группы молодых людей. Ничего другого он не нашел, кроме как вот таким образом защитить себя. И защитить себя не просто от нападавших, а защитить себя от бездействия взрослых, от бездействия властей. Потому что полиция – это представители власти. Вот. В университете проблема тоже. Молодой человек после того, как его избили, он впал в кому и целую неделю находился в состоянии комы, лежал в больнице. И только после того, как он умер, история выплыла наружу. Об этом заговорили все. Посмотрите, как действует университет. Вместо того, чтобы решать проблему, руководство университета попыталось эту проблему замести, что называется, под диван. Что они сделали? Они поехали в университет и сняли, вот сегодня вышли новости, сюжет,
про общежитие и про то, как живут там первокурсники, студенты. Все у них хорошо, взяли они какого-то отличника, первокурсника, который участвует в разных мероприятиях, который там, я не знаю, не пьет, занимается спортом и вообще играет на гитаре. У них все хорошо. Вот этим сюжетом они говорят, у нас все хорошо, у нас проблем нет. И это вместо того, чтобы озвучивать проблему, говорить, да, студенты пьют, да, студенты, там, я не знаю, дерутся, студенты дебоширят, студенты поздно приходят домой. Никто не соблюдает, может быть, там комендантский час, да, потому что я знаю, что там до определенного времени студентов после определенного времени никого не пускают. Двери должны быть закрыты, да, в общежитие. И студенты должны уже спать ночью, а не драться и не пить. Так что и в той, и в другой новости общего очень много. И тот, и другой молодой человек – это представители Республики Саха. Вот, самое главное общее, да, что окружение бездействовало. И школа, и вуз, университет, и правоохранители. Они не сработали. А пока взрослые делают вид, что все в порядке, вот, и пока руководство университета тоже будет делать вид, что все в порядке, не выносить ссор из избы, да, почему целую неделю они молчали о том, что у них такой случай произошел. В России ничего не изменится. И дети, и студенты будут сталкиваться вот с такими страшными случаями насилия. Следующая новость у нас про то, на что Россия тратит огромное количество денег, вместо того, чтобы поддерживать свои регионы. Давайте посмотрим. На днях сразу несколько крупных стран показали свои новейшие разработки в робототехнике. Робот Илона Маска показал высокий уровень. Он танцует, двигается как человек, выглядит реалистично. Китай пошел еще дальше. Их робот настолько похож на человека, что зрители попросту не поверили, что это машина. Чтобы доказать обратное, разработчики специально отрезали ему часть ноги во время презентации. И да, это действительно оказался робот. А что же Россия? Россия тоже решила не отставать и представила своего гуманоида. Но презентация закончилась неловко. Робот не смог пройти и нескольких шагов. И просто упал на глазах у всех. Тем не менее, Россия объявляет о выделении 350 миллиардов рублей на робототехнику. Но возникает вопрос. Почему бы России не посоревноваться с другими странами в чем-то более важном, например, в качестве жизни коренных народов? Пока сотни миллиардов уходят на роботов, одна из центральных улиц Якутска тонет в фекалиях. Люди буквально ходят по канализационным стокам. В условиях суровых морозов жители мерзнут в своих квартирах, как это происходит в Борисовке-1 в Якутске. В столице Алмазной Республики люди живут не жизнью, а выживанием. И этот список проблем можно продолжать бесконечно. Россия стремится быть первой среди технологических держав, но что толку от роботов, если коренные народы все еще борются за элементарные условия жизни? Ну вот несколько стран решили показать, показывали, да, свои достижения в робототехнике. Россия тоже решила заявить о себе и представила собственного гуманоида. Правда, вот презентация получилась очень жидкой, да, скажем так. Вот, робот сделал пару шагов, покачнулся и рухнул на глазах у всей делегации, вообще у всех людей, которые там были. Вот. Зато вот сумма вложений, да, до 30 года Россия планирует потратить 350 миллиардов рублей вот как раз-таки вот на то, что вы видели. Для сравнения, давайте сравним, бюджет Республики Саха на 2025 год 329 миллиардов. Ну, то есть это вот эти деньги идут на всех жителей нашего большого региона, с дорогами, со школами, с больницами, с зарплатами, там, с коммуналкой, да. Денег примерно столько же, сколько российская власть тратит на роботов, которые даже не способны стоять на ногах. Суммы почти одинаковые, да, и итог тоже одинаковый, практически. Ни в той, ни в другой области, ни в нашей республике никаких положительных результатов от правления, да, Путина нет. Ни в робототехнике.
Никаких положительных результатов от того, что они вкладывают туда огромное количество денег, тоже нет. Но другой вопрос, зачем они, вообще все эти страны, не только Россия. Россия-то себя показала в этой презентации самой худшей стороны. Зачем вообще все эти страны тратят столько денег на робототехнику? Для чего? На вот этих человекоподобных, я не знаю, андроидов, да, из Лего буквально. Они, вот эти роботы, выглядят как вообще что-то уже старое, да, это прошлый век. Если бы это показали в середине прошлого века, вот это была бы прорывная технология. А сейчас-то, что за странная логика делать человекоподобных роботов? Полезных роботов, да, мир уже давным-давно начал делать и делает успешно. И всячески их усовершенствует. Это и заводские манипуляторы, это и беспилотники. Посмотрите, что происходит в Украине, да, тоже в этом плане технический прорыв, да. Это и уборщики, я не знаю, там моющие пылесосы, это и вот и кухонные комбайны всяческие, это и гаджеты разные. Вот это вот буквально роботы. Это очень популярные, кстати, в Америке сейчас умные дома. Когда по твоей просьбе голосовой включается свет, открываются там, я не знаю, шторы, включается вентиляция, еще что-то происходит, телевизор, музыка, вот все, что вы хотите, да. Для чего нужен вот такое двуногое существо, в общем, не очень понятно. Ну, понятно, что нормальные люди, конечно, понимают, что это вот для распила бюджетов, да, что в Китае, что в Соединенных Штатах, вот на это все тратится огромное количество денег. Для чего, да? Для того, чтобы вот такое шоу показать, да, витрина, за которой абсолютно, в общем, находится пустота, у которой нет будущего. Вот у этих роботов, серьезно, нет никакого будущего. Я не знаю, они, может быть, делают их для того, чтобы у них были универсальные такие работники дома и на предприятиях, чтобы рядом с ними ходило что-то, что похоже на человека. Да, может быть, такой один универсальный исполнитель. Если человек сломается, то его совершенно спокойно может заменить вот такое двуногое существо. Но когда у нас такие в мире уже прорывы идут, когда заводские манипуляторы работают, да, то двуногое существо тебе на заводе вообще абсолютно не нужно будет. Такой вот попытка создать цифрового человека, ну, я не знаю, попытка этим цифровым человеком заменить нового тоже мне не очень понятно. Столько денег туда вливается, столько амбиций, да. Никакой пользы от этого вообще абсолютно нет. Вот. Когда у нас будет независимость, да, мы такими вещами глупыми заниматься не будем. Вот. Потому что, да, это абсолютно бесполезно. Не устает и не бать. Да зачем он нужен? Вот такой. Столько денег на него потратить, да, на двуногого робота, да, когда его абсолютно может заменить любая другая не такая человекоподобная техника. Вот. И затрат меньше, и компактнее, да, и, я не знаю, и функциональнее. Где-то я еще читала такое мнение, что таких роботов специально создают, потому что наш мир, вообще весь он подстроен под человека, да. Стандартного 180-сантиметрового двуногого существа с пальцами, да, которые хватают, с руками, там, с ногами. Вот. Двуногий робот, который может теоретически, да, делать все те же вещи, что и человек. Вот. И люди таким образом думают заменить человека. Если он сломается один, да, то его заменят таким универсальным, значит, работником, который не устает и не болеет, и не ломается. Да, кто-то писал о том, что людям психологически проще общаться с теми, кто на тебя похож. Вообще, да, мы довольно, могу в этом плане согласиться, да, потому что мы довольно странные существа,
нам вообще очень тяжело относиться к технике как к партнеру. Если она выглядит, например, вот как просто там какая-нибудь рука, да, такой вот робот в виде руки, который там перекладывает, переставляет, там что-то еще делает, да, вот. Нам нужно, чтобы на нас смотрело вот такое же подобное нашему лицо, да, и тогда это уже вот буквально там человек, с которым можно пообщаться. Вот. Ну, корпорации, может быть, хотят, чтобы люди доверяли вот таким роботам в медицине, там, в уходе за пожилыми, в каких-то работах, которые связаны с услугами, с сервисом. Вот. Но по большому счету это просто демонстрация каких-то понтов. Вот. Какая-то вот витрина технологий, шоу какое-то, да, чтобы крикнуть всем: вот, смотрите, что мы можем, вот на какой уровень, да, значит, мы, значит, взлетели. Вот. На самом деле большой проект – это цифровой человек, который вообще, за которым абсолютно нет будущего, у которого нет будущего, и за которым абсолютно нет ничего. Он не функционален. Вот, но, и тем не менее, огромное количество денег, и Россия в этой гонке тоже участвует. И огромное количество денег, вместо того, чтобы вкладывать в регионы, вместо того, чтобы вкладывать в образование, в медицину, в те же самые дороги на периферии, да, на своей, вот, она тратит деньги на вот такие шоу. И это у нее не очень хорошо, между прочим, получается. Вот, ну на этом, пожалуй, все сегодня. Всем спасибо. И еще раз очень прошу прокомментировать. Напишите, пожалуйста, под этим видео все, что вы думаете про трагедию в Воронеже, про трагический случай в университете, в нашем якутском. Вот, и до скорых встреч. За очень короткий промежуток времени мы с вами встретимся. Спасибо большое, что были сегодня с нами. До свидания.